Солнышко садится. Вечер. 8 часов вечера. Сегодня мы хорошо потрудились. Да, Туман, потрудились мы сегодня хорошо. Выкосили весь участок возле дома. А то травы много уже было вокруг дома, везде. Но полностью 3 заправки на штиле выкосили. Но сейчас на сон грядущий решили скататься на речку, посмотреть. Может, что на жареху поймаем. Сегодня мне помогал Роман. Вот он вернулся, студент, в родные края. Вчера вечером мы приехали. Ну и поехали на речку, поехали на Печору. Часик-два у нас есть. И мы посмотрим. Может, что и клюнет, вода прет, а дождей пошла опять прибывать. Обычно в это время не клюет, но посмотрим. Короче, все будет видно. Поехали. Итак, мы на реке, солнце уже почти село. Хариус, вода прыгает, сейчас мужиков встретили. Они говорят, Хариус не клюет, ну, посмотрим. Ага, поводок надо было чуть короче один сделать. Он почти рядом получается, слишком близко. Второй чуть длиннее, ладно. Посмотрим. Второй поводок по-любому надо сделать покороче или потому что нет, вообще-то идет он чуть выше поплавка, надо было сделать, чтобы покороче он шел. Запутался верхний поводок. Короче, его надо сделать покороче. Ладно, пока выключаемся. Ну что, Хариуса мы не поймали. Покидали, не хочет. Только отъехали, он опять плещется. Короче, нет у него аппетита или аппетит не на то, что надо. И решили самосплавом сплавиться вдоль берега. Роман кидает на малька. Я попробую на джиголовку с виброхвостом. Поехали, покидаем, посмотрим. Буквально 3 дня назад мы здесь ходили. От берега было метров 5, наверное. Вода прибыла, подскочила от ливней, которые прошлись, очень много. Здесь поклевывали ёршики, мелкие окушки. Теперь, я думаю, здесь надо просто поближе к берегу, наверное, подъехать. Вот так вот поближе к берегу подъедем. Перебор. Перебор. Сейчас потихоньку будем так сплавляться. Я так думаю, окушки, щучки, яськи здесь живут. Будут ли они брать, вот это другой вопрос. Мы сейчас это посмотрим. Место здесь обалденное. Летом, когда высыхает, здесь кроме жиганчиков никого нет. Но мальки, естественно, мелкий окунь там может быть. А сейчас, вот когда вода большая, тут рыба вся. И язь, и окунь, и щука, возможно. Ну, Хариус-то там повыше на перекате был. А здесь вот в кустах и в траве. Я так думаю, рыба есть, но вот когда вода прибывает, не всегда бывает берет. Что, клевало? Сейчас попробуем сплавиться вдоль кустов. О, это что? Или что-то дергал, или я задел кусты. В прошлый раз я кидал вертушку, когда с парнями ездил 22-го на рыбалку. Вот это был точно удар. Так что кидаю вдоль этого. Опа, вот он. Вот здесь. Был. Честное слово, это был
Это был точно 100% окунь. Так что поклевки были. Так что мы далеко, Роман, даже и не поедем. Сейчас у тебя должна быть поклевка. На малька должен он взять. Резину дергал, просто не взял. Сейчас потихоньку сплавимся. Поклевка была. Была на виброхвост поклевка. Я сам почувствовал. Если первый раз я еще посомневался, думаю, может зацеп, то второй раз точно подергивало. Но, видать, не активно, только хватает за хвост. Тут и щучки же есть. Помнишь, прошлый год на малявочник щуку-то поймали? Когда купался ты, собакам ловили. Опа, оп, это что? Это нет, трава. Это была трава. Ладно, пока выключаемся до первой поклевки, друзья. Вон, поменялись с Ромкой местами. Ромка взял мой спиннинг, я взял у Ромки удочку. И вот, первый окунек. Че, куда их кидать будем? Там ведро должно быть в этом бардачке. Вон, видишь, спрыгнула рыба. Это окунь по-любому. Поставил малька поменьше. И вон, небольшой окунь, конечно, но пойдет. Белому хоть надергаем. У белый сегодня съел последнего окуня. Опа, о, видишь, поклевка. Оп. О, видишь, Ром, как ты ловил? Вот второй окунь уже. От нуля уже ушли. Нашли такой тиховод. Вот течение идет сюда. Здесь тиховод. И, видать, стайка окушков здесь есть. По крайней мере, 2 окуня уже поймали. Отъехали от дома. А комаров-то, смотри, Ром, сколько. На мою сторону посмотри. Так, а их просто... Они еще такие все замедленные. Ужас, сколько комаров здесь. О, смотри, где прыгает прямо здесь вон. Возле берега окушок. Или кто это вообще, плотва? Или кто? Ну не харю же в тиховоде. За комарами, видишь, за бабочками всякими. Только что здесь присканулась рыба. Я не знаю, что это такое было. Кинул малька. Малька не хочет. А всплеск хороший был, похож на язевый. Виброхвост тоже не хочет. Солнышко уже село. Комар. О, видишь? Опять, да? Угу. Опять плесканулась рыба. Рыба есть, рыба показывает, что она есть. Но не хочет брать ничего. Мы здесь щуку, да, прошлый год поймали? Угу. Возле понтона прямо. Но вода меньше была. Конечно. В прошлый раз, когда мы ездили на рыбалку, понтон на суше был. О, видишь, вон плесканулась. Кто это вот плещется? Ясь? Не знаю. А? Кто сейчас присканулся, не знаю. Ну, похоже. Ну, что-то маленькое. Подвязок или что-то. Ну, на хариуса что-то не похоже. Не берет ни на что. Ни живца тебе, ни резину, ни вертушку. Что ему еще надо? На всяких букашек кто-то прыгает. Клет или малек? Не хочет. О, о. Выманил все-таки его. Долго думал. Такой третий окушок. Он вообще не хотел, я его потихоньку повел, он схватил на... Я говорю, вот здесь возле этих кустов, неужели рыбы нет, блин? Не поверю, блин. Просто нет аппетита у них. Вот это другое дело.
Опа. Это что было? На леску прыгнула, что ли? Возможно. На границу лески, да? Угу. Окунь есть? Не знаю. Сейчас не было видно. Она как будто бы дразнится, блин, эта рыба. Прыгает и не берет. О, рядом, да? Ну-ка отойди. Вот она. Прям возле лодки плещется, блин. За блесной, что ли, погнался? Не знаю. Ну, этот нормальный, так более-менее, да? Угу. Или подъязок. Или окунь хороший. Смотри, брать не хочет. Игнор полный. Че, не клюет? Не клюет? Окушки? Мелкие, крупные? На червя, на малявку? А что, уходите? А, время позднее. Время позднее, потому что. А так хорошо клюет, да? Хорошо клюет? А нам что-то не клюет? Или мы не умеем ловить? Что, подъедем туда? Что, может, до Кости сгонять, попросить пару червей? М? Может, Кости пару червей спросить? Второй это Костя будет. Надо. Не знаю, спроси. Отъезжаем. Достанешь, нет? Да если окунь есть, он на малька, наверное, будет брать, нет? Вот такой вот заброшенный понтон. О, Ром, клюет и на малька тоже клюет. Клюнул сразу. Специально цепляю дохлого малька для пробы. Тут получается типа заводюхи. Парень говорит, клюет хорошо. Вот подъехали, сразу одного кушка мы поймали. Ёрш великан. О, видишь, рыба плещется. А? Ага. Это что за рыба? Окунь? Не окунь, блин. Язь, не язь. Одно из двух. Но не хариус точно. Хариус по-другому плещется. О, опять поклевка. Опять ерша, наверное. Тот же на лифте катается. Но понравилось, что ли? Дайте в другую сторону выкину. И где их не окуня? Они, наверное, все выловили, ушли, блин, а мы тут... Ну ты же одного еще поймал? Ну, приехали сразу. Последний, наверное, оставался. И все. Тут надо, наверное, чтобы воды чуть больше было. Весь подтон уже, смотри, порезали на металлолом. В прошлом году дырки только были, да? И то не столько. А в этом году уже все. Молодцы. Не теряются.
Нафига мы сегодня на рыбалку поехали, не клюет все равно. Говорят же, не клюет. Нет, поперлись. Что, поехали еще на дамбу съездим? Посмотрим там. Нет, так и нет. Да домой поедем уже. Прохладно стало. Градусов 5, не больше. Вон, что осталось от понтона. Раздербанили, распилили уже, растаскали все. Притащила половодьем понтон. И народ пользуется. Что, металл хороший, можно печки хоть что делать. Хоть что. Распиливают. Прошлый год тут было несколько дырок. Только сей год, смотрю, уже все полным ходом пошло. Прошлый год в этом месте на малявочницу поймали щуку на пару килограмм, наверное. И сейчас она есть. Но полный игнор. Никто не хочет, ничего не хочет. Ладно, сейчас поедем, съездим еще до дамбы, глянем там. Да, нет, нет. И поедем домой, а то у меня уже ноги мерзнут. Холодно в резиновых сапогах. Зато комаров нет. Заметил, исчезли? Они летают. Ну, пару штук, это фигня. Все, погнали. Что, студент? Как тебе рыбалка на Печоре? Ты какой-то невезучий, Ромка. Я это давно заметил. Ты какой-то невезучий. Раньше здесь была дорога, а теперь ее нет. Земля провалилась. Дорога к фонтану ходит. Этот фонтан вымывает воду, и дорога падает. Скоро вся земля рухнет здесь, блин. И будет впадина. Поехали на дамбу. Вот она, первая дамба у нас. Сейчас вот в этой заводюхе встанем в тиховоде. Между двух течений, вот в этих кустах. Наверное, рыба должна быть. Что, мелко? А? О, зато якорь надо кидать. Мотором удержит. Ну что, пробуем. Не поверю, чтобы здесь не было рыбы. Рыба здесь есть по-любому. Вон, бьет течение. И тут как бы тиховод. Или сейчас не время, или просто это из-за подъема воды. Или вообще еще. Не знаю. Не знаю, в чем причина, но рыба не клюет. Не на червя. Ты на червя, да? Угу. Зацепи малявку лучше туда, прямо на червя. О, что, окушок? Да. На червя? Угу. Опа. Первая рыба в этом году у тебя? На летнюю, да? А на зимнюю что, ходил, что ли? Конечно. Когда? А, ну да. Тихо, тихо. Куда ты? Вот он, Ромкин окушок. Ромка тоже обрыбился, значит, купать тебя сегодня не будем. А зачем купать? Ну, если бы ничего не поймал, пришлось бы искупать тебя. Традиция такая. Да шутка. Че, мне тоже удочку, что ли, доставать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, мы сегодня пойдем домой, блин. До утра сейчас придется. Вовремя домой не уйдешь, и все. Это, считай, будем ждать теперь утреннего клёва.
А утро уже скоро, вон, только ветер, только солнце село, уже скоро будет подниматься. Так, достаем ему удочку, 6-метровку свою, и будем пробовать на малька. Ну вот, немного переехали. Немножко на другое место, ближе к берегу. Тут бьет течение. Мы вот были там. Теперь вот здесь бьет течение. Ну а здесь полностью тиховод. Здесь рыбы, наверное, тонна, не меньше. Но будет ли она клевать, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Что здесь есть рыба, я даже не сомневаюсь. А будет ли она клевать? Скорее всего, нет. Подъем воды редко, когда клюет на подъеме. А вода просто прет. Сегодня помогал вытаскивать машину здесь на берегу. Вот эта дамба, еще местами были камни. Тут островок, там островок. 22-го, 4 дня назад, эта дамба была полностью открыта. Так что вот эти ливни, что были, дали большой скачок воды и, как видим, не клюет. Не клюет, не клюет. О, клюет, да? Или что это было? Клюет. У Ромки клюет. Тоже клюет. Угу. И у меня. Опа, вот он, вот он, вот он, вот он. Ой, 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 ой. Вот он, окушочек. Нашли мы всего. Вот. А, Ромки ёрш. Ну, у тебя крупный ёрш, бери тоже его. А? Я говорю, у меня ёрш с твоего окуня. Как он заглатывает, да? Я же тебе сказала, ставь червя. Ой, малявку. Не захотел. Будь добр, тогда ешь и лови. А так вот, две рыбки еще поймали. Вот эти окушки, наверное, плещутся, получается. Он плесканулся, показал себя. И мы его поймали. О, еще нет. Или что это было? Да, поклевка. Вроде бы как. Малек крупный, окунь мелкий. Он, получается, не может его заглатывать. А крупного окуня почему-то нет. Сегодня у нас ведро маленькое такое. Вот такое ведро, ведерочка. Но дно уже закрыто. Веселая у нас сегодня рыбалка с тобой, Роман. Супер. Давно так не рыбачили уже. Вот не хочет сегодня он клевать, а мы все пытаемся его заставить. Какого-то. Не клевый сегодня день. Поехали домой, Ром. Поспим хоть нормально. Мы фигней сейчас реально страдаем. Червя. Вон. Раз, два, три, 4, 5, 6, что ли, окушков. И столько же, наверное, ёршика уже. Мощный улов сегодня у нас, мощный. Видят, берег отъехали. Все, давай, Ром, сматываемся. У меня еще последний червяк не кончился, какой сматываемся. Все. Не знаю, будет ли не будет этот ролик сегодня. Первый выезд с сыном на рыбалку. Супер клев. Вот и ты название придумал. Ага. Меня потом расстреляют за такое название, блин. Почему? Если напишу супер клёве, поймали 3 окушка, блин. Так ты напиши в кавычках. Да? Так и сделаем. Ну все. Хватит. Хватит на сегодня. Но все равно на шагах поймали, сейчас можно пожарить свежую рыбку. Ну, вот этим ты сейчас и займешься дома. Все. А у нас муки нет. Поехали. Что, друзья, вот бывает и такая рыбалка. И такое бывает. Не всегда коту масленица, как говорится. Но от нуля мы ушли.
Если вот я зимой бы поймал вот столько, я был бы очень рад и доволен. Потому что зимой бывает вообще можно пустым приехать. Роман открыл сезон сегодня. Порыбачил. Ну что, сынок, доволен? Конечно. Роман доволен. Я, в принципе, тоже. Было бы Главное теплее. не дома сидеть. Главное не дома сидеть, да. На улице холодно, прохладно. Комары исчезли. Где-то передавали плюс 4, плюс 5 в северных районах до заморозков. Вот такое у нас жаркое лето, друзья. Собираемся, едем домой. До следующей рыбалки. И надеюсь, она будет интереснее, чем сегодняшняя. До свидания.